Здравствуйте! Перед тем, как начать наш первый урок, я бы хотела немножко поговорить с вами, какую цитату говорили великие люди о казахском языке. Наш выдающий писатель Мухтар Ауезов говорит, что казахский язык – красивый, мелодичный язык. Из этих слов лично я понимаю, что язык богат, мелодичен. Это значит, можно написать на этом языке красивую мелодию, ибо песни, стихи, поэмы, поэзии, романы и даже эпопеи. И, собственно, сам писатель это доказал, написав роман-эпопею, которая называется «Путь Абая». Значит, мы с вами будем изучать очень богатый язык. И это непременно является для нас новым горизонтом. Итак, тема нашего первого урока – сочетание гласных звуков в слове. Все звуки в казахском языке сочетаются между собой, ведь именно это сочетание делает ее столь созвучным, мелодичным и красивым. Если в слове в начальном слоге присутствует твердое гласное, то и в других будут сопутствовать твердые гласные звуки. Например, айқын, қайрат, асыл жан или әйгерім, есіл, еркін. Исходя из этого, мы будем знать, что твердые гласные сочетаются между собой, а мягкие гласные сочетаются с мягкими гласными. Твердые гласные звуки а, о, о. Мягкие гласные э, е, в. Чтобы хорошо запомнить твердые и мягкие звуки, я вам продиктую названия городов Казахстана, а вы обратите внимание, как они звучат твердо или мягко. Астана, Алматы, Талдықорған, Ақсай, Ақтау, Атырау, Арқалық, Байқоңыр, Қостанай, Қызылорда, Талғар, Орал. Во всех названиях этих городов есть твердые гласные а, о, во. Поэтому они звучат твердыми. Талдықорған, Арқалық. А города Ленгір, Текелі, Үштөбе, Өскемен, Семей, Есік. Они звучат мягче, потому что там присутствуют мягкие гласные звуки, такие как е, г. А теперь давайте поиграем с вами. Я буду диктовать слова, а вы должны найти, твердые они или мягкие. Суть игры заключается в том, что вы должны исполнить задание очень быстро. Задание на скорость и на память. Ғылым. Правильно, твердое слово. Үлкен. Мягкое слово. Жақсы. Твердое слово. Кіші. Мягкое слово. Үміт. Мягкое слово. Самұрық. Твердое слово. Мұнайгаз. Твердое слово. Ескі. Мягкое слово. Жаңа. Твердое слово. Если вы успевали, я вас поздравляю. Тогда вы освоили самую основную грамматику, которая играет ключевую роль в остальных уроках. Итак, повторение – мать учения.
Сейчас мы с вами прошли тему сочетания гласных звуков в слове. И мы поняли, что все твердые гласные звуки сочетаются между собой, а мягкие между собой. Не забывайте, что везде гармония, и в том числе в казахском языке. Послушайте аудио еще раз и произносите все слова вместе со мной. А пока я с вами прощаюсь, удачи вам! И до следующего урока!